2800 вкладчиков обанкротившегося Дигбанка не получат свои деньги. Об этом на днях объявили представители агентства по страхованию вкладов. Каждый из этих взносов признан недействительным. Комментировать эту ситуацию в АСВ не стали. Известно только то, что оснований для выплаты денег этим физическим лицам у банка нет. Редакция Осетия ТВ связалась с независимым юристом Мариной Кочиевой. Она также являлась вкладчиком только уже другого обанкротившегося банка БРР. Ей удалось внести свое имя в необходимый реестр. Вот что она думает о сложившейся ситуации. Абсолютно согласна с политикой Центробанка, что надо поддерживать порядок, устранять нарушения в банковском секторе, вовремя останавливать неправильных банкиров и так далее. Но считаю также, что абсолютно недопустимо компенсировать расходы АСВ на выплату страховых возмещений по ликвидированным банкам из карманов в большинстве своем простых граждан страны и делая их таким образом материально ответственными, прямо скажем, за провалы в работе Банка России, того же АСВ и конкретных неправильных банкиров. Я считаю, что по сути самыми разными предлогами происходит внесудебное отчуждение имущества граждан. Происходит грубое игнорирование и, можно сказать, профанация закона о банках и банковской деятельности, инструкций Центробанка и так далее. Вот, прямо скажу, маскируя свои действия каруселью каких-то псевдоюридических конструкций, обещаний и так далее, этот орган, госкорпорация АСВ, подспудно, целенаправленно, без суда, не утруждая себя доказательными основаниями и без исполнения обязательств, просто по прихоти их работников вынуждает вкладчиков отстаивать свои интересы разными способами, тогда как сама эта госкорпорация была создана для защиты рядового вкладчика от незаконных действий банков и отдельных банкиров. Весь вопрос в том, что почему вкладчик должен доказывать действительность вклада, когда у него на руках все документы по вкладу, оформленному даже не до дня отзыва лицензии, а в период до введения ограничений этому банку. В противном случае получается, что АСВ сегодня незаконно удерживает денежные средства вкладчиков Дигбанка на основании своих каких-то сомнений, а не решений суда. Стало быть, чтобы отнять у человека его собственность достаточно просто так считать, так не бывает. Отказ в выплате 900 миллионов рублей повлекло за собой новую волну пикетов. Депозиты указанных вкладчиков в банке не числились. Подлинность документов, которые подтверждают о том, что деньги все же были заложены, под сомнением. Никто не заступается за этот бедный пенсионеров, которые были ограблены самым бесчеловечным образом. Нельзя так бросать своих граждан. И у меня такое обращение ко всем нашим в республике. Недавно прошли выборы. Вы о нас вспоминаете только когда мы являемся электоратом. Мы должны вас избрать. Мы вас избрали, вы про нас забыли. Это вообще не просто некрасиво, это непорядочно. 3 месяца приходила за этими деньгами. И мне не дали. Вот сейчас, пожалуйста, я. Мошенница. Это вообще я первый раз сейчас услышала. Это кошмар какой-то. То есть мы все мошенники, получается, что у нас поддельные документы. 1700 человек, где ветераны, вдовы инвалидов войны. В ближайшее время обманутые вкладчики Дигбанка, названные сегодня мошенниками, намерены собраться у Дома правительства. Люди надеются, что республиканские власти обратят на них внимание и помогут вернуть деньги. Фатима Дзываева, Савелий Зангиев, Осетия ТВ. Thank you.